Слово предоставляем сейчас хозяину этого гостеприимного дома, штаба татар, да, Рустам Файзовичу Ямалееву. Xayrli kech, bek yoqshimunda kelgansiz. Mana tatarcha so'rayman, bitningizda anlaysiz, da? Mana biz bunda yilamiz shunday tatar tilini saqlarga, tatar bizning odatlarini, burungi odatlarini saqlarga. Mana biz bek shod bizning Gayar efendi bek bizning shu tюркский xalqlar bilan ko'p tanishlari, u bek yaxshi uyushtira. Shular bilan bunda biz yilamiz. No biz yilgandan tege biz qonaqta gina tugul bizning har bir shora, har bir yilу foyda bo'lsin. Mana biz сөйләшәйек. Mana нәрсә biz сөйләштек bir yillik, да? 2 yillik, 3 yil. Mana уже 6-7 yil biz mana тюркский халыклар белән biz ел сайын бергә ифтар үткәрәбез. Менә без яшьләрне бергә индәшеп сөйләшәбез инде. Менә безнең тел турында безнең проблемалар алар бер. Безнеке дә, сезнеке дә. Ничек ул безгә татар теле, тюркский халыкларны ничек аларны сакларга? Менә без бит күп кеше бездән татар телен белә, но үзара сөйләшми. Да. Менә без елга 16 мең гәҗит, значит, выписываем. Да, менә монда безнең сезгә һәрберегезгә без сөйләшәбез бүген гәҗит. Шул гәҗиттә анда часть безнең программа, 20 пункт. Менә нәрсә эшләргә кирәк бүген түгел, кичә. Менә ул 20 пунктны укыгыз. Ул бөтен милләтләрне дә, значит, касается инде менә шуннан и икенче 20 пунктны теге атнада без язайбыз. Вот. Но менә что касается Архан Джемаля, осталось у нас очень теплое такое воспоминание. Для меня лично, например, да, он один из главных защитников, несмотря что не татарин, татарского языка. Ну, конечно, интеллектуальный, конечно, эрудированный, конечно, необычный личностный коэффициент, коммуникабельность высокая у него была, да, вот помните, как он общался, приходил, вокруг него люди всегда были, вот какая-то энергетика, конечно, да. И вот, конечно, большая потеря это. И не только для азербайджанцев, и для татар, и для других тюркских народов. Он очень хорошо знал историю, я же говорю, эрудированный, вот, конечно, потеря, огромная потеря. Поэтому вот мы вспоминаем его уже не первый раз, значит, вот, пусть земля будет пухом, вот, мы всегда дуга читаем и вспоминаем его, вот. У нас штаб татар вот в процессе, значит, татарского, если взять, национального движения в Москве, да, вот, оно было создано вот после военные годы, поскольку здесь многие первый раз, я вот напоминаю, после военные годы, это 46-й там год, 47-й, это парк Измайлова, первый Сабантуя, и вот многие уже ушли в мир иной, и вот у нас их насчитывается сейчас 32 человека. Мы каждый раз на каждом читаем дуга, Архан Джемалю мы тоже при встрече, когда там и Абдулхака Хамзяна вспоминаем, значит, всех наших таких местных героев, мы тоже его всегда дуга. Здесь уже в данной ситуации, наверное, мы больше ничем, так сказать, помочь не можем. Вот. Поэтому, значит, очень рады встрече, очень рады встрече. Побольше вот бы хотелось, я об этом говорил уже вот год назад, мне бы хотелось, вот, чтобы с тюркскими народами мы общались на уровне молодежи, чтобы присылали молодежь. Вот у нас уникальный вечер произошел буквально 2 месяца назад, да, кто здесь был, вот, собрались тюркские предприниматели, да, вы знаете, да, они оплатили 2 наших дорогостоящих ифтара, вот, и вот с тюркскими предпринимателями вот мы здесь собрались, было много народу, и очень была такая полезная, плодотворная встреча. Я думаю, тоже в ближайшее время надо ее повторить,
повторить, потому что она результативная. Вот сегодня у нас здесь присутствует, вот, чем штаб татар отличается, да, вот от других общественных организаций. У нас очень такой мобильный, серьезный, с большим потенциалом совет аксакалов. У нас большое количество, значит, героев, генералов. Вот у нас в штабе 17 человек, которые бывают на послании президента, которые в течение 2 месяцев напрямую общаются с первым лицом государства. Да? 17 человек, которые бывают здесь постоянно, бывают там постоянно. Да? И вот председатель совета аксакалов у нас был Ильдус Халиуллин, к сожалению, он вот сейчас, значит, болеет в последнее время, не может. И вот у нас пока исполняет обязанности, у нас будет такая встреча в сентябре. Вот познакомьтесь. Мунавиль Закиевич, тоже академик, значит, да, вот здесь, наверное, старше его никого нет, да, вот, 87 лет, вот он заслуженный такой, общепринятый такой, да. И не случайно то, что, значит, он, одна часть ваша башкирская, одна татарская, да, вот то, что жили, и много у вас научных достижений, связанных с Башкирией. Вот мы не делим, у нас и клуб героев, и клуб генералов, у нас татары башкирские, да. Вот, коротко остановлюсь о мероприятиях этой недели. Вот мы с каждое воскресенье собираемся, значит, со студентами. Мы хотим вот что-то такое объединить студенческое общество. Мы называем это Яшляр Якшампесе. И вот, может быть, вот в это воскресенье мы собираемся. Если у вас есть дети, племянники, учащиеся институтов, пожалуйста, пусть приходят к нам к 5 часам. Да, вот ваш сын приходил, да, в прошлый раз, да, вот. Поэтому вот тюркская вот эта молодежь, она тоже должна быть как-то представлена в виде студентов сегодня. Вот. Потом, значит, вот мы собирали на днях клуб Гиппократ, медиков, да, вот тоже у нас там приходят дагестанские врачи. Кстати, вот азербайджанских врачей у нас нет там, к сожалению, да. Вот, поэтому тоже надо как-то больше общаться с студентами, особенно вот кто учится в медицинских вузах. Вот. Поэтому вот такие у нас, значит, у нас, что еще, вот офицерское собрание было, и вот в воскресенье молодежь. Вот, и у нас сегодня 3-й курбан. Вот мы молодежи собирали студентов отдельно, и молодежи мы объясняли суть, что такое курбан. Вот многие не знают, да? Вот, у нас Хазрат очень хорошо выступил. Вот смотрите наши прямые эфиры, мы все это выступаем. Сегодня у нас 3-й вечер Курбан-Аш такой. Курбан-Аш был посвящен штабу, мне, штабу и гостям штаба, чтобы вы понимали, да? Каждому из вас посвящен Курбан-Аш сегодня. Вот. Поэтому, значит, вот такой сегодня вечер символический, религиозный у нас. Вот. Если нет вопросов, наверное, я еще раз очень благодарны Гаяру Эфенди, значит, что вот он как-то с его подачи, значит, мы вот с вами со всеми, со многими знакомы и дружим. Но то, что вот все-таки, я же говорю, вот клуб предпринимателей, вот партию вы там создаете, у нас все это двигается вперед, и я думаю, что впереди нас ждут замечательные мероприятия, и какие-то, значит, из этих мероприятий вытекут реальные дела. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Да, Гайар Эфенди как-то вот нас представляет, ну, как-то в виде спонсоров, да, но мы с Рустам Беем такие же любители профессиональной деятельности нашего усопшего Орхана Джамаля, и мы все равны тут. Мы все собрались для того, чтобы почтить память этого выдающегося нашего представителя тюркских народов, я не говорю азербайджанцев, тюркских народов. Он был, обладал таким талантом, он обладал такой нравственной чистотой, что он мог объединить, он в своем лице мог синтезировать, стал символом, синтезирующим славянско-тюркский мир, христианско-мусульманский мир в своем лице и своим поведением и ведением чистой формы своей профессиональной деятельности. Орхан Джамал, я хотел бы начать, говорив несколько фраз великого Низами,
какой высшей форме великий мыслитель хотел видеть личность человеческую. Но я думаю, что наш Орхан Джамал достиг желания этого великого философа. Вечной славы достоин лишь только тот, кто хочет людям добра и ценит правду выше серебра. Великий мыслитель сравнивал человека, личность человека всегда с солнцем. Солнце бережет землю от всякой беды, а я отражаю солнце зеркалом воды. Солнце на покой садится за гранью вод, а вода волною до солнца не доплеснет. Он возвышает человека до уровня солнца. А наш покойный, но вечно живой Орхан достиг этой мечты великого поэта. Я хочу сказать, что Орхан Джамал, может, он такой родился, или он потом в жизни преодолел тех двух негативов, присущих человеческой сущности, как страх и алчность. Эти два фактора, которые присутствуют в человеке, он деградирует личность человека, унижает, уничижает и сводит как бы животнической сущности, а человек назначен для того, чтобы возвышать высшую божественную мораль на планете Земля. А Орхан Джамал своим примером достиг этой высоты. Я благодарен Гаяр Эфенди, несмотря на то, что он так всех представляет, о себе забывает. Я поражен энергетикой этого человека, несмотря на возраст. Он больше всех трудится, больше всех работает, больше всех старается для того, чтобы консолидировать разрозненные, скажем, тюркские общины. Он всячески старается для того, чтобы на Руси, в России был мир, солидарность и мирное сосуществование всех религий и конфессий и национальностей. Давайте поблагодарим Гаяра Эфенди аплодисментами. Сегодня день скорби, день почтения памяти Орхана Джамаля. А Гаяр Эфенди в таком составе или большем составе неоднократно тут собирал людей для того, чтобы достичь той цели, которую я назвал. И спасибо Рустаму Файзиевичу за такую щедрую душу, щедрое сердце, которое все время с улыбкой на лице встречает всех гостей и щедро накрывает столы, и тоже преследует только одну цель, все те цели, которые я назвал. Я благодарен семье Гейдара Джамаля, которая сегодня присутствует. Это я бы назвал современным Сократом современного человечества. Это великий философ. Мы еще не можем недооценить мысли его. Его надо изучать, его надо преподавать для того, чтобы его идеи, его философские мысли передавались с поколения в поколение. Спасибо всем, каждого благодарю за сегодняшнее присутствие, за почтение памяти нашего, я бы сказал, великого героя. Спасибо всем. Исәнмесез, саумысыз, сездер шундай мына күн белә шундай зур шундай тормышында күп кенә халык өчен яшәгән кешенең шундай көнен без бүген искә төшердек. Менә шуның өчен барыгызга да зур рәхмәт. Человека, который прожил
для людей никто никогда ничего никто не забудет. Этот человек будет жить долго-долго, пока мы живем, пока мы мыслим, пока мы вот горим вот таким чистым чувством. Вот я полностью поддерживаю ваши слова, ваше вступление Рустама Фаизовича, которого я бесконечно уважаю, потому что таких людей в наше время становится все меньше и меньше. Надо искать таких людей прямо свечом или что-нибудь огромным, так сказать, прожектором, и это трудно находить. Вот я каждый раз удивляюсь вообще Рустама такие находки. Понимаете, вообще редко вообще встречаешь человека, который может объединить столько людей, вот как вот сегодня наш. Ну, я хочу сказать, как академик энергоинформационных наук. Эту академию создал наш земляк Фирьяз Рахимович Ханцеверов. Это Международная академия энергоинформационных наук. Сюда входят такие академики, как Амносов, такие академики, как Глушков. А знаете, я хочу сказать, что сегодня я работаю 6 академическими институтами нашей Российской академии наук. Это Академия системного анализа, Академия управления информатики, Центральный институт математики, экономики и так далее. И многими, вот наш, вот здесь коллектив, объединяет сейчас 26 докторов наук, около 7 академиков. Вот. И я хочу сказать, я с удовольствием буду сотрудничать, мы будем сотрудничать Академией наук Азербайджана. Почему? Потому что нас много чего объединяет. И языки. И вот недавно защитилась наша землячка Дильбер Ханым. Она является редактором журнала «Тулпар». Ну, «Тулпар» знаете, что это означает. То есть наши народы, вот так они поднимаются с земли. Почему? Потому что выше виднее, как люди живут, как они мыслят, куда они идут. И в этом отношении вот наших людей, вот это и объединяет. Почему мы сегодня отмечаем память этого великого человека, который вообще, так сказать, как вы сказали, преодолел, там не только 2 вещи, там очень много. Человека сейчас окружает огромное количество таких соблазнов, которые, так сказать, надо одолеть вообще, чтобы по-настоящему жить. Потому что вот наши народы, они всю жизнь с чем-то воевали. Мы воевали немцами, которые хотели нас поработить. Мы воевали голодом. Я даже до 49-го года не знал, что такое хлеб. Вы понимаете, в каких условиях жили? Хорошо, что нас сейчас спасла трава и корова. Вот это мы выжили, стали инженерами, мы одолели это трудности войны, мы вышли. Я являюсь ветераном подразделения особого риска, испытатель атомной водородной бомбы. В 1953 году я просто из деревни Тюккельде, Башкирской ССР, поехал в Ленинград и поступил в эту военно-морскую академию. И начал заниматься физикой полупроводников. С 1953 года я занимаюсь этой информатикой. Вот я стал академиком этих энергоинформационных наук. Сейчас создаем огромную базу знаний для всех наших республик,
в том числе, я думаю, что и создадим и для Азербайджана. Уже база знаний входит 10 миллионов научных трудов. Вы можете, каждый из вас, достичь и прочитать. Я хочу вам сказать, желаю вам всем здоровья, дорогие мои, так сказать, друзья. Желаю вам здоровья и счастья, меньше всяких невзгод, больше счастья. Спасибо вам. Ну а сейчас я хотел бы предоставить слово Гульнар Ханум. Она о семейных каких-то вот особенностях расскажет, может быть, что-то, да? Я, когда вышла замуж в 1986 году, соответственно, познакомилась с Арханом. Ну, вот, и как бы на моих глазах он, в общем-то, из такого молодого безалаберного геолога, вот он прошел вот этот, ну, безалаберный, понятно, в хорошем смысле этого слова. Да. Ну, вот, но он прошел путь очень серьезный, то есть мы видели, как он стал более глубоко погрузился в ислам, как он начал заниматься журналистикой, совершенно не имея никакого журналистского образования, тем не менее он просто блестящим журналистом стал. Ну, хотя он был одарен литературно и писал, в том числе какие-то даже билеты, писал какие-то рассказы, но он был чем сильно отличался от своего папы, тем, что он ничего не сохранял. Гейдар просил меня каждую бумажечку, каждую свою почеркушечку не разрешал выбрасывать, он хотел складывать в какие-то таблички, какие-то файлики. Ну, вот. То Архан вообще ничего не сохранил. Да? То есть, когда уже его не стало, наша знакомая поэтесса азербайджанская Лейла Ханум, я от нее получила его стихотворение, потому что он Лейле прислал стихотворение. Но нигде этого стихотворения, ни в каких его бумажках, ничего нет. Поэтому вот он был такой человек, что он не хотел от себя оставлять никакого вот этого вот наследия. Совершенно был, как бы он был такого воинского склада человек. Ну и что я хотела еще сказать, наверное, про то, какие у них были особые отношения с отцом, потому что это были не просто отношения отца с сыном, которые часто бывают непростые, тем более, что они оба были люди весьма непростые, и характеры у них были такие достаточно вспыльчивые. А контакт у них был совершенно другого уровня. То есть, действительно, они очень глубоко общались, и между ними была очень сильная связь. То есть, действительно, я просто это очень сильно чувствовала. Архан очень часто к нам приходил. И это было такое тепло колоссальное между ними какое-то. Ну, вообще Архан был, конечно, Гейдар все же был человек достаточно сдержанный эмоционально. То Архан был, вот как-то от него какой-то свет шел. Да? Я даже сейчас, когда его вспоминаю, то там как-то он недавно приснился, но вот просто человек, от человека просто невероятно какое душевное тепло шло. Вот, и поэтому их отношения тоже были очень глубокие, безусловно. И мне было крайне это все невероятно приятно наблюдать. То есть Архан постоянно к нам приходил, и это вот просто, когда они вдвоем сидели, это просто, ну, ничем не передать. Стихотворение какое Гейдар написал про Архана. В общем, вот так. Так что еще сказать? Когда Гейдар не стал, то, собственно говоря, вот Архан как бы стал старшим мужчиной нашей семьи. Вот, и какие-то у нас были сложности в организации вечера памяти и все такое. И я, естественно, была в каком-то очень состоянии нестабильном. И он мне сказал: Гюля, даже если ты будешь не права, я всегда на твоей стороне. Вот. И вот я как бы всегда знала, что вот пока Архан есть, то у меня как бы, ну, действительно в любой ситуации я знала, что он просто такая гора, да, абсолютно стопроцентная гарантия какая-то. Это даже не сколько физическая мне защита, вроде как нужна, мы живем в каком-то мирном пространстве, а чисто экзистенциальная какая-то. То есть я знала, что есть мужчина, который на моей стороне. Вот что я хотела сказать про Архана. А сейчас, конечно, вот да. Но он с нашим сердцем живой, я его все время чувствую. Очень большое тепло от него чувствую, защиту. Я просто вспоминаю, вот мы в прошлый раз читали, стихотворение было Гейдара Джемаля, посвященное его сыну, когда я умру, да, ты придешь к моей могиле, там, в общем, я сейчас слов не помню, но очень сильное стихотворение. Вот. Это действительно очень трогательно. Но сейчас мы, наверное, давайте перейдем к основной теме, наверное, нашего выступления, нашего собрания. Дело в том, что
вот мы помним об Архане, этот человек действительно удивительной жизненной энергии был, он воодушевлял весь всех, весь зал воодушевлял своими словами, своей энергетикой, вот. Но, в принципе, значит, Архан оставил нам свой завет, вот о котором я все время помню, хотя он и моложе меня значительно, вот, но я считаю его учеником и считаю своим долгом этот завет выполнять, понимаете? Это всего лишь одно слово. Вот я сейчас поставлю часть его выступления, очень короткую. Вот. И вы послушаете. А кто-нибудь из национальной интеллигенции попытался отказаться в публичной сфере использовать русский, потому что его обязаны понимать по-татарски, обязаны, потому что это госязык? Кто? Да? Вот это называется политический подход. Это называется политический подход. Да? А за ним вот эта вот культура, да? То, что вот этот язык, это язык не только общения, но язык создания продукта культурного. Это все подтянется. Подходите к вопросу политически. То есть вот, нужна политическая воля. Понимаете, мы много говорим о сохранении культуры, языков, мы говорим о сохранении страны. А есть ли у нас политическая воля для этого? Вот в чем вопрос. Хотим ли мы сами этого? Хотим ли мы этого добиться своими силами? Вот давайте мы эту тему обсудим. Что нам не хватает для этого? Прежде всего, очень признателен вам всем. И безумно, вот мне тепло от того, что вы собрались, и вот память Архана уважайте и так далее. Второе, постараюсь коротко. Некая ясность, потому что очень много всегда удивляется. Я вардан, армянин, он Архан, Джемаль. Вот как это так? Вот как кладбище один услышал, говорит, акцент у тебя, говорит, не азербайджанский. Говорю, да, я армянин. А что ты тут делаешь? Говорю, ну как, друг мой. Друг? Так удивился. Да. И вот тогда я, как после этого случая, я задумался, а мог ли я не быть его другом? Мы с ним друзья с 80-х годов и много чего прошли. Задумался, я понял, что нет в мире ничего, что я мог променять на эту дружбу. Естественно, у нас были разговоры и о войне, и о мире, и об армян, и о Азербайджане и так далее. Но то, что вы сказали про Архана, все правильно. Он был бессеребренник, он всегда искал справедливость и так далее. Поэтому эти разговоры были не с точки зрения, что он будет доминировать, а я сдамся. Я буду доминировать, а он сдастся. Нет, мы всегда были равны, мы друг друга заполняли, дополняли и принимали. Да, бывали моменты, когда он говорил, да, ты прав, но я, мол, принимать не могу. Бывало, я говорил, когда осознавал его правоту. И вот мы друг друга только дополняли. И что хотел сказать, Архан, как и мы всегда, он всегда оставался молодым. В каком смысле? Как молодой, он всегда искал справедливый мир, справедливости. И он эту справедливость, вот вы говорили про Турский, про Азербайджан и так далее, он себя признавал азербайджанцем, потомком шушинцев, он не раз со мной спорил, отдайте мне Карабах, вперед забегу, скажу, что я вот когда был, я всегда с ним разговариваю, говорю, да, Архан, жаль, ты не застал, вот нынешняя эта война, Шуша, наконец ты можешь ехать, потому что до этого я ехал в Шушу, искал какие-то старые развалины дома, как он говорил, предки домов, фоткал, приносил ему, фотки показывал, говорю, можешь узнать. Так вот, Архан, вот говоря, вот он признавал себя карабахским, шушинским, азербайджанским, часть тюркского мира, гордился великой историей турского народа как воинов, именно тюркского народа, эту историю. Но он себя считал мусульманином. Даже он много, я с ним об исламе всегда интересовался, про различные течения, сунниты, шииты и так далее. И вот он, когда говорил, он всегда приходил к тому, что а я себя мусульманином считаю. И он всегда был на защите ислама. И он справедливость, потому что мы часто с ними, Гейдаром покойным, тоже говорили о том, что мир болен отсутствием идей. Идей, чтобы двигало людей, миром правит идеи. Что быть? И вот Гейдар говорил, и Архан, они идею находили в исламском братстве. Что исламская справедливость, вот братство справедливости в этом, ну, они в этом видели. То, что спорили и так далее, это потом. Касаемо вот политической воли, языка. Он мне в основном привел пример, когда вот он касаемо татаров,
разговаривал, он привел пример, не пример, а факт, ну, когда людей, как переписи, что как же так, говорит, перепись такого года, очень давно, и перепись сейчас, увеличений нету, наоборот, отсутствие. Ну не может же быть так, вы никого не убивали там и так далее. Это значит, что люди, многие татары, перестают писаться татарами, они начинают терять вот в этом. И вот касаемо политической воли, или я не могу вот в этом плане четко сказать, он очень боролся именно из-за этого, говорит, это несправедливо. Не может быть так, что вот в 40-м году их было 6 миллионов, и сейчас в 2000-м 6 миллионов. Надо как-то вот, не то что делать так, искать выход, искать так, что люди, ну, как, свою культуру, язык и так далее. Я не могу, вот вы простите, что он имел в виду политической воли? Наверное, политической воли в плане того, как он не знал, скажем, ни татарский, ни азербайджанский и так далее. Мы когда с ним как-то разговаривали, говорю, Архан, а в чем же национальность? Если вы взять по религии, то все братья, сестры от Адама и Евы же. А тогда в чем дело? Вот когда одни говорят, мы древние, другие говорят, не древние и так далее. Он сказал такую фразу, связь поколений имеет значение. Насколько ты чувствуешь свою связь и насколько поколениями. Вот касаемо политической воли, вот он не знал азербайджанский, не знал татарский, но вот он чувствовал связь своего поколения с Шушой, Карабахом и так далее. Родивший, выросший в Москве, то, что сейчас передаю я основном и окружающий его сыну Мансуру, просто замечательный парень. Так вот, он объяснял, вот когда мы разговаривали, вот связь с этим поколением, как я чувствую связь с моими поколениями, эта связь нас держит, нас усиливает, нас дает фундамент и основу. Именно вот в этом плане, наверное, политическая воля то же самое татарского народа, уж чего-чего, извиняюсь, я даже как армянин в интернет-среде, иногда я пишу, не всегда, бурят, и иногда я часто использую фразу, которую должны использовать татары. Копыта коней моих предков эту землю топтали 300 лет. То есть вот уж чего-чего, татары должны осознавать эту связь поколений, и ни в коем случае, исходя из какой-то там, ну вот, мы все как другой национальности знаем, что порой иногда, чтобы делать карьеру и так далее, тебе может мешать фамилия твоя национальная. Не бояться этого, вот это политическая воля. Биться, идти, вот как вы стали академиком и так далее, невзирая ни на что. И иметь вот эту связь поколений. То, что вот в моем разговоре с Арханом, вот он мне объяснил. Я часто приходил и часто вот, мы всегда искали ответы. Мы, когда возникал вопрос, вот мы с ним вдвоем сидели, искали ответы. Мы касаемо армян, Азербайджан, искали ответы войны, ответы мира и так далее. Честно сразу скажу, тяжело, не могли находить. Ну, такой вещь скажу, чтобы тоже понимали. Один раз в разговоре говорит, ну ты же понимаешь, если что, я за Азербайджан буду воевать. Говорит, ну ты же понимаешь, что я же тоже за Армению буду воевать. И дальше разговор говорю, что ты сделаешь, если я попаду в плен? Он говорит, ну я скажу, это свой, не трожьте, тебя не тронут. А что ты сделаешь, если я попаду в плен к вам? Я так подумал, говорю, ну я армянам скажу, не скажу, бесполезно. Самое больше, что я могу делать, стать рядом с тобой. И сказать, если вы его хотите убивать, вы должны убивать меня. Так что спасибо вам, я очень признателен вам, действительно очень признателен. Потому что уходом Архана, вот для меня некая вот зияющая действительно пустота. Но это место, вот вперед забегу скажу, я рад за Мансура, заполняет он тихонько. Я Мансуру говорю, придет, Мансур, время, когда ты будешь говорить, а я буду слушать. Просто замечательный парень, обязательно. Ну, наш известный писатель Мурат Аджи ведь тоже сказал, единый народ единой страны, понимаете? Вот у нас страна единая, и должен быть единый народ, независимо от национальности, от вероисповедания и так далее. То есть у нас должны быть общие цели, чтобы наша страна росла и процветала. Вот, и поэтому, а вот для того, чтобы это реализовать, вот как раз и нужна политическая воля. Понимаете? Ведь нами правят страной политики. Мы не можем силой оружия, например, здесь чего-то добиться, защиты своих прав. Защиту прав мы можем только добиться политическими методами. А это участие в выборах, это конкурентная борьба на
в средствах массовой информации, где мы совершенно не представлены, наши народы, да? Ведь говорят какие-то посторонние лица-то вообще-то. А где народы России? Их нету. Вот. И на политической арене. Вот мы тут пригласили политических деятелей, и разных там народов, к сожалению, вот не смогли прийти, по-моему, значит, вот из Красногорска, вот, новые лица, партия. Так вот, теперь вопрос касается политической воли. Давайте конкретно, что нам не хватает для того, чтобы мы могли полноценно защищать свои права. Мы не можем дождаться, и нас никто защищать не будет, кроме нас самих. Понимаете? Ну, нельзя ждать от других людей, которые хотят тебя грабить, что он будет тебя защищать. Значит, мы сами должны как-то мобилизоваться, как-то объединиться, да? Находить какие-то формы для своего укрепления своих собственных национальных качеств и так далее, да? Мы должны с этой несправедливостью бороться вообще-то реальными способами. Вот каким образом? Вот кто хочет сказать на эту тему? Я, кажется, понял, о чем тоже много раз говорили. Такой вопрос всегда стоит перед каждым народом, который как бы начинает терять. Это один из способов защиты любых малых народов и так далее, когда они цементируются в своем. А дальше вот как выйти из этого? Опять же, Арханом у нас был разговор, основном вот, опять же, в чем феномен еврейского народа и так далее. Он считал, что они когда были в местечках закрыты, а потом открылись и случился взрыв. Ну, это все теоретические разговоры. В основном, к чему всегда приходили, я в своих мыслях и разговорах и так далее, это с образованием. Я вперед забегу, так скажу. Вот поверьте, я опять это даже как тоже не русский скажу. Язык это да, хорошая вещь, когда на языке. Но вообще язык это рабочий инструмент. Я часто вот иногда приводил пример, когда те, которые борются за язык, скажем, армяне националисты еще те, вовсю борются за свое, за древность. Говорят, ну вот я говорю на русском. И что? Я что после этого перестал быть армянином? Архан говорил тоже на русском. Он перестал быть азербайджанцем или мусульманином. Язык это рабочий инструмент. То есть надо учить тот язык, как в 19 веке русская знать изучал французский. Конец 19 уже немецкий. Потому что на этом языке была литература и научные труды. Вот и как академик тоже даже знает, что часто учили. Потом английский, чтобы опубликоваться и читать. Значит, надо дать образование, чтобы человек понимал свои корни, свои происхождения, но получать то образование, которое его двинет вперед, сделает карьеру в различных сферах. Это действительно печально, что после ухода Архана в этой сфере журналистики я тоже никого не вижу, который представлял интересы ислама. Не вижу. Если есть какой-нибудь ведущий происхождение мусульманин, но это ведущий, а вот именно журналист, именно какой публицист и так далее. Поэтому я, в основном, политической воли, что возникло, для этого должны быть кадры. А кадры должны начинать с образования. То есть всякие ваши организации. Вот сейчас то же самое Мансура, спасибо азербайджанскому Алиеву, его фонду большое, потому что для образования Мансура вот этот фонд помогает, чтобы он получил образование. И завтра Мансур, если скажем, вот пример, на его примере, закончит, он хочет, мы решили, что горный, он хочет физмат, если не горный физмат и так далее. И если он достигнет чего-то, он же будет четко знать и понимать, что этому его образованию способствовал Алиев и Азербайджан, то есть эти деньги, вот таким макаром, давая образование, люди уже достигнут, когда тех займут какие-нибудь должности, положения и так далее, и они тогда примут политические решения. Поэтому начните с детей. Значит, Эмин Мамедли, который 3 года назад скончался, это кандидат технических наук, специалист Института проблем управления, который занимался космической тематикой. Долгие годы собирал в архивах, военных и исторических архивах материалы, документы и составил рукописи, около 5 томов книг. Вот 3 тома изданы, Карабахская сага. Это идет прямо по эпохам. От Александра Николая II, от Александра I, от Петра до Павла. Видите, прямо по эпохам собраны вот эти книги. Видите или нет? Эти книги сейчас по крупицам собираются из рукописи этого погибшего человека. Они сейчас издаются. Значит, с помощью мецената. Колоссальный труд. Да, колоссальный труд. Книга уникальная.
Насчет политической воли, Урфат, ну что ты. Вот это я хотел этого человека представить. Давай. Амирзаде Урфат, коренной бакинец. Вот насчет политической воли теперь. Добрый день еще раз всем. Дело в том, что получилось как бы очень знаменательно. Значит, сам Гейдар Джамал и его сын Орхан, они родом из Шуши. Да, и, кстати, данная трилогия, да, она посвящена 300-летней истории Карабаха. Должно было быть, значит, выйти 9 томов. Просто автор скончался, вот, когда вышел 2-й том. Но 3-й том с помощью наших друзей, ну, и мною, естественно, да, мы довели этот 3-й том, да, до конечного результата. Хочу сказать, что автор, он был, значит, Имамед Амедли, он был, значит, работал в институте трапезников у Попова. Это 2-й человек после Курчатова, если кто не знает. Да. Да. И хотя у него было техническое образование, но лучше, чем технарь, историю никто не напишет, потому что у него был системный подход. Да. Он работал 25 лет над этими книгами. Значит, архив, военно-исторический архив, кинодокументалистики, значит, архив. Единственное, у него была мечта попасть в Белийские архивы, потому что там находится архив Закавказского округа, да, и попасть в Санкт-Петербург. Но в основном то, что он собрал, это является очень таким многообъемным трудом. Да. Здесь использованы архивы, очень редкие рукописи. Да. И здесь показывается 300-летнее взаимодействие, значит, Российской империи с азербайджанским народом. Да, значит, начиная от первого, значит, от Павла, начиная от Петра I и должен был выйти до Николая II. То есть вся 300-летняя династия, значит, Романовых. Да. И, значит, основные там моменты было, значит, подписание, естественно, Гюлистанского договора и Туркманчайского, после чего, значит, судьба азербайджанского народа сильно, как бы, изменилась, да, и мы оказались разделены по 2 стороны Аракса, что нанесло, естественно, по национальности азербайджанцев очень сильный удар, так как началась потеря самобытности, идентичности нации. Да, ну, в общем, хочу сказать, что книга интересная. Да, вот. Единственное, что я хотел еще добавить, как за полгода до случившейся, значит, трагической гибели Орхана, я ему звонил, чтобы передать первые 2 тома. Мы должны были встретиться, да. Он просто был сильно занят. И вот такая вот получилась вот история, что не смог я с ним встретиться. А потом, что знаменательно, что 3-й том вышел в 2020 году, как раз окончание Карабахской войны. Это стало как бы знаменательно очень. Так что вот так вот. Ну все, в принципе. Всем здоровья. Да. Это я вам презентую. Спасибо. На память, да. Спасибо. Если надо, подпишем. Спасибо, обязательно. А я хотел спросить, вот иллюстрации там замечательные. Вот эти все, значит, изображения, они тоже архивные все. Ничего здесь не придумано. Портреты, вот там деятели всевозможные. Да, это все с оригинала. Да. Качество печати вообще замечательно. Да, ребят. Здесь много сказано про Орхана. Я хотел добавить, что это действительно потеря не только для мусульман России, это потеря для мусульман всего мира. Это человек, который побывал во всех горячих точках. И в Сирии, и в Ливии, и в Афганистане. Он причем не один раз там бывал. И самое последнее. Это человек, который впервые показал всему миру, как был произведен в стране Мьянма, Бирма. Он поехал туда со своим другом, я забыл фамилию. Табдериков. Да, он поехал сам, и там снял документальные факты о геноциде мусульман Мьянмы государства. Это буддийское государство, в котором проживало больше 2 миллионов мусульман. Так вот их просто-напросто они были в ужасном состоянии. То есть им не давали гражданство, им не давали прописки, им не давали нормы. Они жили в резервациях. Большинство из них, кто смог, уезжал в Бангладеш, это соседняя страна мусульманская, а остальных просто были напросто, в общем, геноцидом уничтожены.
Так вот, он один из первых журналистов, который там на месте показал все эти факты. Это тоже очень важно. Поэтому это защитник мусульман всего мира, можно сказать. То есть мусульмане мира потеряли такого человека. Так, нет, еще вопрос. Да, давайте, что делает азербайджанская община по поводу вот, Ну, что мы можем делать? в политическом процессе вообще, как участвовать? Ну, дело в том, что в последнее время вот эта стратегия правительства, то, что идет, ну, будем так открыто говорить, насаждается российская идентичность, это действительно, понимаете, идет поэтапная, нормальная, мощная волна, именно, значит, я по-другому не могу сказать. Под словом российская идентичность, потом, если этнограф говорит о том, что, вот вы говорили про перепись, да? Если академик-этнограф говорит фразу, что это такое? В прошлый раз перепись населения было в Дагестане, допустим, 118 народов, а в этот раз появилось еще 5 народов, понимаете или нет? Это этнограф может такую фразу сказать? Как вы считаете? Нормальный этнограф может такую фразу сказать? Нет. Да, действительно, я сам свидетель, как турки-месхетинцы, которые жили в Грузии, они по каким-то житейским своим причинам, они вынуждены делать свои фамилии грузинскими. То есть они сказали, им так легче жить и легче работать. Значит, Рашид Заутадзе. Вот я сам заполнял доверенность тогда, знаете, на автомобиль. То есть вот то, что вы говорите, правильно. Перепись населения и человек, который пишет там национальность, они просто, понимаете, пишут все, что угодно. Поэтому я не удивлюсь, если завтра то же самое в Татарстане башкир назовет себя татарином, или татарин назовет себя башкиром. То есть это все делается, в общем, я не знаю, ну, скажешь, условно, или там... В общем, итоги переписи, это еще не доказательство. Потом уйма, вот говорят, ассимиляция, да это не просто ассимиляция, идет смешанные браки, вот сидят здесь таджик и узбек, правильно нет? Уйма районов, которые отец таджик, мать узбечка, кто их дети, непонятно кто. Точно так же наоборот, мать таджичка, сам отец, то есть что это такое? Значит, идет нормальный процесс ассимиляции, но он может быть ускоренным катализатором, может быть замедленным, поэтому идентичность это хорошее понятие, но насаждать и мешать его с национализмом тоже нельзя. Но все-таки нужно самобытность свою сохранять. А для этого, да, действительно нужно нам объединяться, нормально, диаспорской организации, проводить хорошие культурные мероприятия, то, что мы делаем. Вот, ну, вы в курсе, 90 лет ученых, 90 лет литераторов, вот это 880 лет Низами Гянджави, то есть мы постоянно все это делаем. Трудно было в то время четко выделить, это азербайджанец, это татарин самый, потому что шли просто слово мусульмане, да, действительно, кавказские мусульмане. То же самое у татар. Это сейчас пошли кряшенные там и другие православные татары, еще какие-то татары, правильно? А это хорошо и плохо, то, что я начал разговор. Если этнограф говорит, что самое количество народов в Дагестане увеличилось с одной переписи на другой. Да, были народы, цахуры, допустим, рутулы и так далее, которые, может быть, из-за какой-то страха или из-за что-то назвали себя лезгинами или аварами. Это тоже было как-то, в общем, продиктовано какими-то причинами. Я считаю, что слово «идентичность», сегодня уже все глобализация, нужно просто поднимать свое государство. Вот 44 дня войны показали, что, посмотрите, сколько русских получили герои Азербайджана и сколько русских воевали на азербайджанской стороне, освобождая Карабах. Там была политическая воля Азербайджана освободить свои земли, правильно? Это же воля. Да. Ну, в общем, и лезгины, и курды, и самые, те же самые, вот я говорю, рутулы, цахуры, которые живут в Азербайджане, они действительно, никто их из-под палки не выгонял сейчас, почти все армии не призывные, призывников мало кто туда гонял, потому что призывники не могут сами. То есть это профессиональная армия. Там действительно были и цахуры, и лезгины, и аварцы, и талыши. Посмотрите, вот это... Они чувствовали себя равными членами азербайджанского. Вот. Поэтому слово «идентичность», я не хочу, чтобы это было чисто националистическим, а идентичность, они почувствовали себя идентичными именно азербайджанцами. Идея государства совпала с идеей народа. Вот и последнее, в общем, я как-то писал в Фейсбуке, может быть, ну, кто заставил, вот сейчас из 1,5 или 2 миллиарда населения Китая, посмотрите, 98% это хайнцы, один народ. Но я никогда не поверю, чтобы один народ китайский, вот хайнцы. Дело в том, что остальные просто вынуждены были себя записать хайнцами. То есть то, что я сейчас начал разговор,
цахоры и так далее вынуждены себя назвать лезгинами. Если завтра президент Дагестана будет лезгин, я уверен, что даже смешанные братья там и другие... В общем, вот эта тенденция, мы ее уже не остановим. Но все-таки для развития Дагестана, для развития Азербайджана, вот это все-таки вот такое смешение и общая цель государственность, мощь государства, мощь, в общем, имидж государства во всем мире, вот это заставляет, пусть будет идентичность вот такая общая азербайджанская. Я не хочу разделять ни талышей, ни цахоров, ни языков. Точно так же, вот сидит человек армянин, никто ему ни одного плохого слова не сказал, он тем более хорошую правду сказал. Если меня, значит, Орхан вместе арестует, я скажу, стану, скажу, что стреляйте меня вместе с ним. То есть это образно, хороший пример. Вот пример идентичности. Но вопрос политической борьбы. Вот в чем дело-то. Чтобы защищать свои интересы, вот каким путем-то мы будем защищать? Да, пляски, там, танцы, мероприятия, там, это все хорошо. Но Васька слушает да ест, а народ-то тает. Я встречался несколько раз с Гейдаром Джамалом и был поражен глубиной этого человека. У меня такое ощущение, что не было никакой темы, которой бы он не владел вообще. И не было другого человека, который так легко объяснял свои мысли, передавал. И мыслей таких было очень много у него. Правильность этих мыслей я начал понимать, к сожалению, после того, как его не стало. И в одном из разговоров, где-то в 2002 году, мы, как правило, встречались где-то около этого банка. В кафе сидели, ждали доктора Джабиева. А Джабиев руководил тогда этим банком. Я запомнил вот что. Мы как-то заговорили, как вот сейчас обсуждается, да, как нам лучше все-таки объединяться, как нам не потерять свои корни. Это был период тогда, когда покойный Гейдар Джамал активно изучал азербайджанский. Он уже понимал, старался говорить, у него получалось это дело. К сожалению, потом у нас связи потерялись после закрытия банка. И мы с ним не встречались. Я думаю, что это действительно был великий азербайджанец. Это независимо от того, как он знал, не знал, владел, не владел азербайджанским языком. И что еще меня поразило, пока он был жив, он всегда был на виду. Про его сына, к своему стыду, я ничего не знал. И Орхан Джамал стал появляться, в том числе на телевидении, только для меня, только тогда, когда его отца не стало. И у нас в Азербайджане есть такие традиции, когда есть взрослые, старшие, они выступают. Молодежь ждет своей очереди. Орхан Джамал, я так понимаю, ждал своей очереди. И очень правильно, вовремя подхватил вот эту эстафету. К сожалению, тут очень много разными выступающим было сказано, что сегодня его место, как бы вот то место, которое он занимал после своего отца, пока не занято. Мы очень надеемся, что появится человек, который вот заполнит эту пустоту. А сейчас, что касается политических моментов нашего развития. Я считаю, кстати, этот вопрос мы долго обсуждали, тогда, когда мы это обсуждали, он просил об этом не говорить публично. Но я думаю, сейчас уже время созрело. Я считаю, что татарский язык в России должен быть вторым языком, может быть, межнациональным, может быть, государственным языком. Почему? Ну, мы тогда говорили про тюркский язык, в скобках татарский язык. Почему? Потому что, во-первых, Россия, сегодняшняя Россия, создана именно татарской государственностью, Кызыл-Ордой. Если вот так бегло посмотреть на историю, современная Россия – это и все те порядки, которые 300-400 лет назад передавались, буквально передавались даже не на бумаге, а вот именно наследственно. Люди владели, корни владели, у них в жилах текла татарская кровь в том числе. И вот создалась вот такая страна, как сегодняшняя великая могучая Россия. И в этой стране обязательно должен быть некий статус татарского языка. Это один из возможностей нашего совместной самоидентификации. Это очень важный момент. Некоторые специалисты об этом не говорят. Кто-то боится, кто-то... Я часто обсуждаю с людьми умными, скажем, со специалистами из этой области. Некоторые открыто говорят, что об этом не надо говорить. Буквально 4-5 дней назад я был в Казани, здесь были ребята, показывали свое участие на Казан-саммит.
я там встречался с очень интересным человеком, ректором Российского мусульманского университета Мухаммедшиным. Человек очень уважаемый, человек очень глубокий. Буквально за 3 минуты мы очень много с ним говорили, вот в том числе на эту тему. И я этого человека зауважал, вот, скажем, после Гейдара Джамала, это второй человек, с кем мне было так интересно разговаривать. Еще я хочу сказать про то, что в последнее время очень интенсивно обсуждается. В основном в турецкой, азербайджанской и других турецких республиках, странах. Создание Турана. Так вот, здесь почти все, по-моему, граждане России. Россия наша страна. Без России Турана невозможен. В принципе невозможен. Во-первых, потому что, я уже повторю, что Россия это тоже наша страна. Мы граждане этой страны. Во-вторых, татары имеют такое же право развития, проживания и так далее, своего наследия в этой стране. И в-третьих, Россия граничит абсолютно со всеми теми странами, которые предположительно войдут в Туран. И еще такой момент. На современном этапе Россия нуждается в союзниках. А какие могут быть сегодня самые надежные союзники, кроме Турции, Азербайджана, Казахстана и так далее? Еще по той причине, что в самой России живут туркоговорящие, в том числе и татары, или же исповедующие ислам, различные национальности. Вот я считаю, что начало 21 века это действительно тот период, тогда, когда и Россия, и исламский мир в лице турецких стран, в которых сегодня очень активно обсуждается и очень плодотворно обсуждается создание Турана, без России этот проект не будет двигаться. И Россия должна быть в этом составе тоже. Вот, собственно, все. Спасибо.